Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, огромное вам спасибо за ваши теплые, добрые комментарии. С большим удовольствием прочитала все ваши комментарии. Такая теплота, такая душевность. Как же сильно я вас всех люблю. Я не устану об этом говорить. Каждый раз буду сердечно, низко кланяясь, вас благодарить за то, что вы есть у меня в моей жизни, за то, что вы дарите мне столько много доброты и позитива. Еще раз земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чему суждено исполниться в ближайшие 3 месяца? Посмотрим на ваши мечты, на ваши желания и на исполнение. Что исполнится, когда исполнится, в каком виде, в каком качестве. Загадайте, пожалуйста, на свою заветную мечту, на свое желание, либо просто на свою хотелочку. И давайте вместе посмотрим. Камушек, магнит притянет к нам ваши желания. Это именно желания ваши заветные, поможет им исполниться. Так, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, ой, как мило, ой, как красиво. Вы обратите внимание на корень рисунка. Смотрите, женская фигурка, фигурка ребенка и мужская фигурка. Здесь семья, полноценная, настоящая семья. Мужчины, женщины, кто мечтал о семье, кто мечтал о личном счастье. Вот. Мечта, желание исполнится. Это самое быстрое исполнение из того, о чем вы мечтаете, из того, чего вы на самом деле хотите. Еще один момент. Женщины, которые страдали из-за того, что есть соперница, разлучница. Смотрите, вы с мужчиной остаетесь. Разлучница вот своими руками этими цепкими мужчину удержать около себя не сможет. У нее не получится. Мужчина выберет вас. Мужчина выберет любовь и жизнь именно с вами. Если у вас нет деток с этим мужчиной, у вас обязательно будут либо общие дети, либо вы их вдвоем будете воспитывать, допустим, внуков, либо правнуков. Это будет. Семья вышла настоящая и полноценная. Еще по поводу соперниц. Опять же, неважно, кто кому, кем приходится. Важно, что вы, именно вы вот смотрите это видео, послание идет именно для вас. Ваша соперница, она нечестна, понимаете, нечестна. Здесь может быть как и магия, так и, например, шантаж. Да, может быть шантаж прямой, там, эмоциональный, психологический. То есть она пользуется какими-то нечестными методами, способами и средствами. У нее идет обратка. Вот все то зло, весь тот негатив, вся та, вот знаете, эта подковерная игра, она ей очень-очень боком выйдет. Да? Обязательно вот прям таким глобальным каким-то негативом отыграется в ее жизни. То есть, буквально, да, опять же, это корень рисунка, то есть это скорые события. Скорые события это может быть как и несколько дней, так и несколько вот прям недель, да, но не больше, чем месяц. Видите, ее ждет справедливая расплата, и просто как жизнь рушится, обрушается, как карточный домик, вот прям рассыпается. Видите, все тут ломается, слетает, разлетается, и она не в силах. Да, почва под ногами уходит, она уже не может удерживать этого мужчину. То есть тут развязочка очень близко будет.
Тут и справедливость восстановится, и все будет так, как вот должно быть по судьбе. Да? Вот хитростью все-таки нельзя не удержать, ни магией нельзя удержать, ни шантажом. Это как временное явление. Да? За все нужно будет платить, расплачиваться. Вот вам по судьбе быть с этим мужчиной, вам по судьбе любовь с этим мужчиной и счастье на двоих. Это по судьбе. Так оно и будет. Справедливость, справедливый суд, крушение, разрушение этой женщины, ну и ваше вот оно, совместное счастье. Так, следующий момент, что исполнится? Кто у меня мечтает о какой-то карьере, о повышении, вот именно в рамках того места, где вы работаете. То есть вы сидите, да, на своем тепленьком месте и думаете, ой, как хорошо бы было вырасти, да, как бы хорошо было получить новый статус, да, более высокое положение. К сожалению, а может быть и к радости, да, сейчас я объясню. В ближайшем обозримом будущем вот эта ваша мечта, она не исполнится. Но вы получите повышение, вы получите новый статус, и да, вот этот прогресс вы его получите в другом месте. В другом месте, в другой компании, в другой организации, может быть, даже в каком-то другом виде деятельности, в другом направлении. Смотрите, почему вас не повышают? У вас там наверху, среди, я не знаю, руководства, начальников, есть жулики. Жулики, такие нечестные люди, там кумовство, понебратство, такие, знаете, теневые какие-то там схемы. Эти люди, они, ну, вот как говорят, змеиное гнездо. Да? Вот они попы друг друга прикрывают, при этом они всегда стараются вот все свои вот эти черные делишки, все свои эти преступные схемы перебрасывать на жертв, да, невинных людей. То есть они берут там человека, повышают его, типа, заставляют там, может быть, либо уговаривать, что-то подписывать, потом говорят, ну вот, типа, ты виноват. Мы тут ни при чем, и ты виноват. Вас бережет ваш ангел-хранитель. За кем-то стоят очень сильные духи рода. Вам не дают получить это повышение для того, чтобы вас обезопасить, для того, чтобы вы не стали жертвой вот этих мошенников, да, мошенников-руководителей ваших. Вы достойнейший человек, вы очень грамотный специалист, очень такой, как начитанный, глубокий профессионал. Да? Это все про вас. Но ангелы закрывают, да, духи рода закрывают, чтобы вы свою карьеру не закончили на ее пике, чтобы вы могли дальше идти, развиваться, наслаждаться, да, заслуженными лаврами победителя. Вам не дают это повышение. Вас от этих людей закрыли. Поэтому повышения именно в рамках этой компании у вас не будет. У вас, я вижу, новый какой-то путь. Новый путь, новая дверь, новые люди вокруг вас. Абсолютно новые. Но это новое место работы. И причем, знаете, как идет? Вами будет получено предложение. То есть вас найдут, к вам придут и вам сделают это предложение. Возможно, напрямую, возможно, через кого-то. Да? Но это будет. Поэтому, мои хорошие, имейте в виду, повышения нет не потому, что вас не хотят повышать, а потому что вас берегут, ангелы берегут, духи рода берегут. Да, чтобы вы в беду не попали. У кого-то отыграется, что эта ситуация не с вами прямо связана, а, например, с вашим любимым человеком, либо вашим ребенком. То есть вы переживаете как за себя. И мечта, чтобы ваш любимый либо ребенок заняли достойное место, является и вашей мечтой. Поэтому на данный момент повышения не будет, и это к лучшему. Это как благость, да, то, что повышения нет. Будет новое место работы, будут новые возможности, будет новый прогресс, и там уже все будет по-честному, по-справедливому и в долгую. Так, идем дальше. Левая сторона. Здесь у меня человек на радуге катается. Радуга. Но это покупка, приобретение, которое несет в себе радость, удовольствие и такой эмоциональный подъем.
Я не могу сказать вам конкретно, о чем вы мечтаете, да, что вы хотите приобрести. Может быть, это автомобиль, может быть, это жилплощадь, может быть, это какой-то дорогой девайс, допустим, да, там, телефон, ноутбук, а кто-то мечтает там, о не знаю, электропечке. Да? То есть у каждого своя мечта, но это связано именно с покупкой. Это связано именно с покупкой. Смотрите, вы, может быть, деньги на это собираете, либо вы сейчас сидите и переживаете, что ох, это так дорого стоит, мне никогда не удастся насобирать денег, чтобы приобрести эту вещь, вот желаемую вещь. По радуге и по месторасположению этого рисунка 100% то, о чем вы мечтаете, вы купите, вы приобретете. А кому-то из вас эту вещь, либо предмет, да, просто подарит. Подарит там, к дню рождения, какому-то юбилею, какому-то празднованию. Да просто так могут подарить, потому что вас любят. Вот. Вы на радуге, вы в эмоциях. То, о чем вы мечтаете, да, о том, что вы мечтаете приобрести, у вас обязательно будет. Обязательно. И, кстати, ждать вам не так уж и долго. Вот. Так что, мои хорошие, я вас поздравляю. Вам оседлать эту радугу. Здесь вас явно либо кто-то порадует, либо вы сами себя порадуете. Вот, покупка будет, 100% будет. Так, а здесь у меня выходит окно дома. Чистое, красивое окно дома. И оно открыто. Для кого-то откроется дверь, окно, да, в какой-то хороший светлый дом. Может быть, это перемещение, переезд с одного дома в другой дом. Возможно, как вхожи станете в какой-то хороший дом, да, где живут хорошие, добрые люди. Перед вами открывают. То есть такая возможность вам будет предоставлена. Может быть, вы хотели бы с кем-то общаться, дружить, либо действительно куда-то переехать. Вот это будет. Может быть, вы уже на примете, у вас есть, да, какое-то место. Вот вы ходите и наблюдаете за этим местом. Да, например, квартира. Квартира, либо дом, да, вы смотрите там, на эти окна, на эти двери и думаете, ой, вот как бы хорошо было бы жить в таком месте. Либо я мечтаю жить в таком месте. Смотрите, откроется, для вас именно откроется. То, о чем вы мечтаете, 100% будет. То есть вы переедете и прям можете прямо в этот же дом переехать, либо в аналогичный переехать, либо действительно посещать какое-то очень крутое, очень хорошее учреждение, либо чей-то гостеприимный дом. Вам открывается. Так, здесь идет весточка о каком-то человеке. Человек этот непростой, человек оставил след в вашем сердце, в вашей душе. Человек сейчас на каком-то отдалении, удалении. Опять же, это общая отсыпка. Да? Возможно, вы поссорились и разошлись, как море корабли. Возможно, человек действительно пропал, вы ничего об этом человеке не знаете. Здесь идет весточка об этом человеке. Причем сначала вам кто-то об этом человеке расскажет, а потом уже сам этот человек объявится. У кого-то отыграется, что он лично к вам придет, да, придет в ваш дом, там, либо звоночек будет, да, от этого человека. А у кого-то отыграется, что вот идет случайная встреча. Но опять же, случайной она будет выглядеть, но по факту именно этот человек вам идет навстречу. Да? Возможно, он подстроит эту случайную встречу. То есть с правой стороны человек вот входит в вашу жизнь. Сначала птичка летит, то есть новость, весточка, какая-то информация. А потом этот человек, вот прям видите, на такой острой, но изогнутой стреле влетает в вашу жизнь. То есть, да, через какой-то маневр. Маневр будет, да? Появится, обязательно появится. Немножко попозже эта вся ситуация произойдет. Но тем не менее, с правой стороны приятное, благоприятное и позитивно отразится в вашей жизни. Так, еще мечта. Здесь кто-то мечтает о беременности, о ребенке. Но эта женщина именно хочет забеременеть. Забеременеть. Смотрите.
Беременность сама по себе показана. Но почему-то она показана, видите, отдельно от женщины. Вот женщина стоит, и она даже вот прям четко нам показали, она не беременная, она худенькая. А вот здесь у нас, как и яйцеклетка, да, здесь у нас зарождается жизнь. Женщина руки тянет к этой яйцеклетке, да, к этой зарождающейся жизни. Очень похоже на какое-то искусственное оплодотворение, да, как это называется, ЭКО, может быть, даже какое-то суррогатное материнство. Тоже попозже у вас это идет, попозже. Руки тянете, значит, будет возможность пройти это ЭКО, да, либо заключить, например, договор с суррогатной мамой. Такая возможность будет, вы руки к этому тянете. Я понимаю, что вы хотите сами. Ведь рисунок вышел в левой стороне. Это то, чего вы сейчас не предполагаете. У вас есть свое видение, да, что я там буду лечиться, я буду принимать какие-то препараты, я буду посещать вот специалистов. То есть вы хотите сами забеременеть и сами хотите выносить. Но песочек показал так, что будет возможность, но либо искусственным путем это все будет происходить, либо другая женщина, да, суррогатная мама будет у вас. Мои хорошие, возможно, сейчас кто-то расстроился из-за моих слов, но помните, что мама не та, кто родила, да, а та, кто любит, кто воспитывает, кто себя посвящает ребеночку. Поверьте, вы будете мамой, причем самой лучшей и самой счастливой. Кстати, о мамах. Здесь у кого-то мама очень болеет. Причем какое-то тяжелое состояние, либо какое-то тяжелое положение. Может быть, не хватает медикаментов, может быть, не хватает профессиональных докторов, да, специалистов. Может быть, вам какие-то диагнозы очень такие, скажем, тяжелые, да, сообщают. И для вас это прям такая боль, как душевные страдания, да, любимый человек, любимая мамочка болеет, а вы ничем помочь не можете. Смотрите, здесь вашими молитвами и какой-то случайная встреча, либо случайное знакомство, может быть, какая-то случайная рекомендация идет. Здесь вот по вот этому белому филину идет очень мудрый человек, либо это очень какой-то крутой специалист, доктор, либо это человек, наделенный какими-то специфическими умениями, знаниями, вот типа лекаря, знахаря, который вашу мамочку выведет из тяжелого состояния. Я не могу сказать о полном излечении, я этого не вижу. Я вижу, что она лучше себя будет чувствовать, да и вы повеселеете, когда увидите, что она встает, что она двигается, что настроение у нее хорошее, что боли отступили. Вот этот момент у вас будет. Вы знаете, вы не молчите о своей проблеме. Да? Вы почаще ее обсуждаете со знакомыми, обсуждаете с незнакомыми. Как говорится, интернет вам в помощь. Очень много всяких сайтов, пабликов, форумов, где люди общаются на темы здоровья. То есть, возможно, вам добрые люди посоветуют. Возможно, рядом с вами живет человек, который кого-то знает. Да? Вот общайтесь, говорите, помощь будет оказана. Вот белый филин случайно с левой стороны к вам залетает. То есть момент непредсказуемый в плане, что вы сейчас и понять не можете, откуда придет вам помощь, но она обязательно к вам придет. И к вам, и к помощи вашей маме. Вот именно мама мне тут вышла. Женщина в возрасте. И я вижу ваши старания, я вижу ваши страдания. Вы как ничем помочь не можете. Да, и от этого прям боль у вас идет. Но на ножки она встанет, повеселеет, состояние улучшится, полечит, обязательно полечит. Так, еще. Здесь женщина и ребенок именно вдвоем.
Не знаю, это какая-то поездка у женщины с ребенком, поездка. Ребенок может быть как и маленький, так и взрослый, например, да, вдвоем. Мама и ребенок куда-то уезжают, выезжают, либо наоборот даже как возвращаются. Если вы мужчина, вы смотрите мою отсыпку, и ваша жена, любимая женщина, и ваш ребенок где-то сейчас находится, отсутствует, идет возвращение, очень счастливая встреча, и как бы вот возвращаемся к корню рисунка, счастливая семья. Если вы женщина, у вас есть ребенок, либо у вас есть дети, то у вас, скорее всего, есть мечта, либо какое-то желание куда-то уехать, может быть, переехать, посетить какое-то место. Вот ваша мечта точно исполнится. Самым счастливым здесь выглядит ребенок. Конечно, женщина тоже очень счастлива, но ребенок прям, видите, эту птичку счастья держит в руках. Так, еще момент. Момент связан с какими-то финансовыми сложностями, трудностями, каким-то тяжелым финансовым положением. Это могут быть кредиты, это может быть безработица, это могут быть какие-то долговые обязательства, финансовые обременения, нужда, вот в финансах нужда есть. Вам либо нужны деньги, чтобы расплатиться с долгами, кредитами, либо вы, в принципе, нуждаетесь, да, у вас нет кредитов, да, но и денег нет для того, чтобы полноценно жить. Вот вы мечтаете о каких-то, ну давайте так, да, приговорить прямо, да, вот мечта, вот выиграть в лотерею, либо, не знаю, как-то разжиться деньгами, да, вы не думаете о способах, о средствах, вы просто вот мечтаете о какой-то определенной сумме. Выиграть в лотерею, разжиться деньгами просто так не получится, но не спешите расстраиваться. Смотрите, у вас рисунок идет с правой стороны, то есть это дело будет правое. Вы будете получать помощь, но помощь справедливую. Что это значит? Допустим, у вас долг, вы на работе, либо устроитесь на работу, либо уже работаете. Да? Вот ваш начальник узнает о вашем долге. Ваш начальник сделает вам, например, предложение, что я тебе буду платить там повышенную зарплату, либо я дам тебе нужную сумму, но ты ее потом отработаешь, да? Либо деньги отработаешь. То есть это помощь, но помощь справедливая. То есть вы все, что получите, экстренно необходимое, вы потом отработаете. Либо, смотрите, еще вариант. Допустим, рядом с вами живет пожилой человек одинокий, у которого, например, есть средства, но никого нет, кто бы за ним там присматривал, либо за ней присматривал. То есть этот человек вам может сделать предложение, что я помогу тебе решить твои финансовые вопросы, ну а ты уже там меня досматривай, да, либо помогай мне там по хозяйству, там, ухаживай за мной. Да? То есть как бы за работу, за какие-то ваши действия вам будет оказана вот такая вот экстренная, срочная помощь, чтобы закрыть ваш долг, закрыть там ваш кредит, либо помочь вам выйти из этого затруднительного финансового положения, состояния. Вот, в принципе, это правильно, это хорошо. И это ведь не только про финансовую помощь, да, это еще и про хорошие, дружеские, человеческие, да, человечные отношения между людьми. Так, и для тех, кто нуждается в дружбе, либо в поддержке, либо вот человека рядом вы хотите. Кому-то вы уже очень сильно нравитесь как друг, либо как возлюбленный, возлюбленная. Человек за вами наблюдает, знаете, как присматривается к вам. Может быть, через интернет, может быть, где-то там из-за угла, да, из окна соседнего дома. У вас уже есть это ощущение. Вот кто-то прям улавливает, да, вот как будто бы слежка за мной идет. Вот такое ощущение, что вот чьи-то глаза на меня смотрят. Вот тут буквально через там, дней 10, может быть, ну пусть
там 20 дней, да, возьмем по максимуму, у вас будет с этим человеком встреча, которая все решит. Вот этот личный контакт, когда глаза в глаза, когда можно ощутить энергетику человека, даже там банально запах человека почувствовать. Человек выйдет к вам, вот прям на вас выйдет. Ну, если это любовная тематика, да, человек будет предлагать отношения. Если мы говорим про дружбу, ну, так и скажет: у меня нет друзей, ты мне очень симпатичен, симпатична, да, давай вот хотя бы вместе общаться. Для вас это будет прям, знаете, как тепло по коже пойдет. Вот, как-то врасплох вас застанет этот человек, но все равно вот эмоции, они будут зашкаливать. То есть вам быть в паре, либо вам иметь настоящего преданного друга. То есть это обязательно у вас исполнится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.